в течение 30 дней. Способы хороши. Год экологии не дает о себе забыть. По крайней мере, в Ингушетии активно поддерживает такую своего рода всероссийскую акцию со сроком на 365 дней. Вот и сейчас в республиканских школах проводятся экологические диктанты. Казалось бы, какую пользу могут принести диктанты природе, но ведь так молодое поколение больше узнает о проблемах окружающей среды. Репортаж Залины Магушковой. Старт всероссийского экологического диктанта был дан 15 апреля в День экологических знаний. Повышение интереса школьников к вопросам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия – главная цель акции. Экодиктант охватит всю страну и будет проходить до 22 апреля, Всемирного дня Земли. В гимназии на Назрани диктант пишут учащиеся 8 класса. Какое растение изображено на значке Байкальского государственного природного биосферного заповедника? Вам предлагается 4 варианта ответов, и вам нужно выбрать один правильный ответ. Вы вносите этот один правильный ответ в бланк ответов. За каждый правильный ответ от 1 до 4 баллов, количество которых зависит от сложности вопросов. Всего диктант включает в себя 25 вопросов на тему экологии. Но восьмиклассники только начинают вникать в эту науку, поэтому школьникам предлагают ответить только на 10 из них. По окончанию этого диктанта проводится проверка этого диктанта, и по определенному количеству, 20-25 баллов, это максимальное количество баллов, выдаются сертификаты за участие, то, что ребенок принял участие в этом экологическом диктанте. Диктант сменяется открытым уроком на тему «Свобода от отходов». Он проводится в рамках партийного проекта «Единой России». «Экология России. Сделаем вместе». На уроке дети вместе с преподавателем дискуссируют об экологической картине мира, незатратных способах утилизации мусора и поддержания чистоты в городе. У нас в гимназии из каждого кабинета, да, выносится по одной урне. Да. Теперь, если сложить все кабинеты, да, получается довольно-таки большое число. И получается у нас что? Что производит человек? Посмотрите. Еще раз, более 500 килограммов твердых бытовых отходов приходится на человека. Экологическая картина мира достигла такого уровня, что беседы о ней постепенно превращаются в крик души борцов за чистую природу. Невыдуманные факты загрязнения окружающей среды, казалось бы, должны перевернуть сознание людей. Но на деле переворачиваются только пластиковые бутылки огромного тихоокеанского мусорного пятна. Скопившиеся отходы в океане – причина гибели более миллиона морских птиц в год и более 100 тысяч особей морских млекопитающих. Проблема мусора для нашей республики тоже одна из наболевших. У нас как таковых крупных промышленных объектов не было. Вот загрязнения атмосферного воздуха у нас как таковой нет. У нас этой проблемы нет. Но в нашей республике основная проблема – это мусор. Эти вот несанкционированный мусор, свалки. Пока население не поймет, что за мусор нельзя его выкидывать где захотят, а надо его заключать договор с специализированными организациями, которые устанавливают баки, передавать только специализированным организациям, вот тогда мы только уйдем от этих незаконных, несанкционированных свалок. Также трагична судьба Аральского моря, которое по своим размерам когда-то являлось 4-м водоемом во всем мире. Гибель моря связана с чрезмерным забором воды для полива огромных сельхозугодий. Его объем на сегодня лишь четверть и около 10% от первоначального. Мухаммед Харсиев верит, что влияние человека на экологию вполне могло быть и положительным. Но поменять минус на плюс, как в математике, зависит опять же от человека. Тут главное начать с себя. По субботам или вот мы иногда собираемся и ходим по улицам и собираем мусор. Вот этот же круг, да, известный круг. Сейчас там поставили мусорные баки, и вот когда я пешком хожу домой, я подбираю мусор, вложу его в пакет и выкидываю его. Экоуроки – это в первую очередь попытка осознать уроки экологии. Новое поколение со здоровым осознанием своего влияния на природу, возможно, исправит ошибки старших, которые постепенно всплывают в огромных океанах. Залина Магушкова, Магомед Урусханов, Новости 24. Масштабная акция «Бессмертные